журналистка Милашина заявляет, Собчак, ну, посмотрите, какие персоны, люди, которые, которые не имеют ни принципов, ни морали, ни нравственности, никаких ограничений и рамок. Эти люди становятся уважаемыми людьми в России, да? Они говорят о хорошем, о человечном, там, о чем-то, чему они могут научить. И вот сидит Милашина, которая, я расскажу случай, который произошел. И как я это вижу, именно с той ситуацией, когда Милашина стала известной, и о ней вновь заговорили. Конечно же, у меня нет ни малейшего сомнения теперь после увиденного видео с Милашиной, что не из жалости и сострадания Милашина делала это. Это абсолютное лицемерие со стороны Милашиной, так как вот после вот ее этого видео, интервью с этой мерзавкой, без сомнения, Собчак, как она говорит, что чеченцев сломали и так далее, и так далее. Давайте я вам покажу это видео, и после этого я вам продолжу свой диалог, свой спич. Минутку, буквально 2 минуты буквально. Надо просто увидеть, чтобы у вас это было свежо. Посмотрите на лицо, как сопереживает Милашина нам, как бы. Любых, созданных те же самые традиции, поколениями передающиеся, которые препятствуют братоубийству. То есть чеченец убивать чеченца не может. Чеченцы почему такие, у нас кавказские диаспоры, их все боятся в армии, там еще где-то? Потому что они друг за друга вступают. Потому что, почему боятся? Да, потому что, конечно же, вступаемся. И потому что трусливы остальные. Вот в Чечне нужно было вот это сломать. Это очень сложно сломать на самом деле, потому что ты ломаешь себе ментальность чеченца. Есть сломали? Сломали. Хрен вам. Никогда в жизни вы не сломаете, Милашина, обращаюсь к тебе, никогда в жизни вы не сломаете. Милашина тут рассказывает, не хочу посмотреть, после вот этих слов я даже не стал смотреть, она довольно длинное интервью у них, 2-часовое. И такой специалист по чеченцам, Милашина, рассказывает нам, что чеченцев сломали, что никогда не будут вместе, и чеченцы разделены, и так далее, и так далее. Тут же она говорит, что ну, у нас тоже так было, там одна сторона сидела, другая охраняла. Так, я согласен, Милашина. И вы ничего не делали, она говорит. Ну, русские не мстили, там, а чеченцы будут мстить. То, что происходит сегодня, к большому сожалению, это большая трагедия для нашего народа. Но мы не стали такими, как вы, Милашина, как бы вы ни хотели. И я прекрасно знаю ваш менталитет, в отличие от вас, которые так и не узнали наш менталитет. Мы никогда не станем такими, как вы. Вот лично Милашина, рассказывая в этом разговоре, еще там она говорит, что чеченцы разделены и что нужно убрать Кадырова. Это такой главный нарратив, который она доносит, что есть Алханов, там оставшиеся еще братья Имадаевы, видимо. И что вот им нужно передать, и Путин должен согласиться и передать, и так далее. И она нас так жалеет. Так вот, то, что сделали кадыровцы, или сделала ваша ФСБ руками кадыровцев, это капля в море по сравнению с тем, что творили в Илистанджи, то, что делали в Самашках, то, что делали в Алдах, то, что делали в Катар-Юрте. И в каждом населенном пункте, куда зашла многогрязный сапог русского оккупанта. И она, нас жалея, говорит, что нам нужно заменить, и что вот нас жалея заменить Путиным, другим человеком Кадырова. Кадыров для нас никто, Алханов для нас никто.
Ямадаевы для нас никто. Понимаете, вы нас еще не знаете. К сожалению, большому, за эти 4 века в нашей истории много было событий, эпизодов истории нашего народа, когда мне стыдно за эти эпизоды. Как сейчас мне стыдно за кадыровцев, за алхановцев там, и за других чеченоговорящих. Но, знаете, Милашина, как грязь, которую вы нам бросаете со своей духовно скрепной России, которая мокрая грязь, которая прилипает к нашему телу, как только появляется солнышко, она отлипает от нас и уходит. Также уйдут кадыровцы, также ушли те, которые еще при монголах, когда к нам приходил Тамерлан, другие чеченцы тогда даже были на стороне монголов, которых захватили и выставляли против чеченцев воевать. Мы это выплюнули и еще больший опыт приобрели. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Даже Милашина, для твоей справки, да, ты же уже как большой специалист по чеченцам, хотя ты враг чеченцев, ты враг, и никакого значения не имеет то, что ты расследовала дело, которое тебе на блюдечке отдал Сулейман Гизмахмаев. И как ты и Новая газета расследовала, я свидетель этому всему. Я очень хорошо наблюдал, как вы себя вели. Так вот, когда вам попал материал, который Сулейман составил вместе со мной, черновую работу, которая у вас оказалась в руках, зная, что он к вам попал через международные правозащитные организации, и вам уже никуда от этого было не деться, вы вынуждены были начать вот эту публикацию и это расследование. И когда это расследование началось, вы с Новой газеты, и ваш Муратов, и вы, Милашина, вы начали говорить о ЛГБТ, которых убивают. И я был вынужден писать и вам Новую газету, и везде только, где мне довелось, что они были не из ЛГБТ. Это были ребята, которые не согласны, это были диссиденты. Это было массовое убийство диссидентов. Они не были никакими исламистами или террористами. Они были такими же мусульманами, как я. Только находясь в мечети, где было возможно как-то собираться, и видя ту пропаганду, которая закладывалась, они произносили слово «Инша Аллах», «Альхамдулиллах», «Аллах покарает», что значит «Бог покарает». Поэтому это были такие же чеченцы, как я, и такие же мусульмане, как я. Может, немного не понимали они некоторых вещей, но это не важно. Если я окажусь сейчас в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, я тоже стану террористом. Хотя меня уже, наверное, приписывают и постараются приписать к разным экстремистам, как минимум. Поэтому вы всячески пытались увести этот разговор. И недавнее выступление Байдена, где он говорит, что там ЛГБТ от Чечни там и докуда-то, что их нужно защищать, это плоды вашей работы. Вы сделали так, которые вокруг вот обкладываете это все дело, для того, чтобы показать, что нет таких массовых нарушений. Вы не говорите об Игоре Хвостикове. В своем интервью вы сейчас сказали, что это сделали, эта практика перенята от российских военных. Абсолютная правда. И я знаю почему. И это вы говорите. Потому что на каждом на какой-нибудь конференции, на каком-нибудь собрании, где оказываются чеченцы, последний раз мы виделись в Берлине, вам именно это предъявляли, и вы вынуждены это говорить, потому что вы не можете лгать немцам, англичанам, американцам, французам, когда есть мы рядом.
Когда нас нет, вы говорите все, что попало вам. А вот когда есть мы рядом, вы вынуждены сказать, признать правду. И вот тогда в Берлине на этой конференции вы не ты, Милашина, ни Ганушкина, ничего лишнего тогда не сказали. Потому что там были и Гисаев там был, и я там был, и другие чеченцы были, которые ни в коем случае вам не позволили бы говорить. И мне очень жаль, что мир разрешает вам говорить от нашего имени, и нет нас там, когда вы начинаете быть большими специалистами и говорить не со стороны сострадания, не со стороны признания своей вины, вины своей страны и своего народа, а со стороны таких хозяев, таких жалеющих нас. Себя пожалейте, Милашина, пожалейте свою страну. Вас взрывали, ваш главный редактор Муратов, которому не позволила смелость сказать, кто взрывал дома, сегодня наградили Нобелевской премией мира. Позор этой Нобелевской премии, позор вам, Милашина, позор вашей газете новой и позор вот этому Муратову. Ну, Муратов это вообще, он вам даже в подметке не годится, этот Муратов, на самом-то деле. До того ничтожен этот человек, которому дали вот сейчас западные какие-то свои эти. И только лишь западные эти институты и продажные твари, не побоюсь этого слова, которые дали ему вот эту премию. На самом деле, вы большее даже зло, чем Путин. Вот может показаться, что вот вы спасли этих людей, что вот там это... Не вы их спасли. Не вы. Их спас Сулейман Гизмахмаев. Человек, который рискует своей жизнью, который будет убит. А вам ничего не будет, Милашина. Вы не Анна Политковская. Настоящих, честных, они убивают. И как бы это ни звучало, что вот пока не убьют, не признают, вас не убьют. Ни вас, ни Муратова. Потому что про взрывы домов, вот где нужно, там вы обходите. Вы не заслуживаете никакой награды. Вы не заслуживаете уважения даже. И когда Кадыров там про вас что-то говорил тогда, я как-то в своем стриме поддержал вас, и мне было очень неудобно. Но я и тогда знал, что вы про эти ЛГБТ писали, и кто вы такая. И я общался с другими чеченцами, которые вас тоже лично знают. Но мне нужно было довести дело до конца. И дело было доведено. Под полным моим контролем и наблюдением. Поверьте мне. Каждый шаг, который принимался, все я это видел, наблюдал и фиксировал для себя. Поэтому, к большому сожалению, вашему, мы, чеченцы, которые даже когда нас выслали в Казахстан, всех лишив своей родины, были люди, которые вам помогали нас выселять. Из нас. А когда мы доехали туда, были люди, которые работали на вас. Там уже лишившись своей родины и так далее, и так далее. Но когда мы вернулись с этой 13-летней, вы это называете ссылкой, я это называю геноцидом под видом депортации, тотальным уничтожением, окончательным решением чеченского вопроса, очередной попыткой решения вот этого вопроса. Мы пошли учиться, мы стали генералами, мы стали полковниками в вашей армии, в ваших вооруженных силах. Мы стали профессорами, мы стали врачами. И как только ваша страна не выдержала понтов и вот шизофренической манией господства, мирового господства, как правильно о вас сказал Джохар Дудаев, вот в этот момент, когда вы надорвались и пупок у вас развязался, мы взяли свое, мы создали свое государство.
И знаете, кто был? Вы знаете, это был советский генерал, который дослужился. И был советский полковник, и были масса врачей, ученых, писателей, журналистов, которые отдали свои жизни, отдали свои нервы, силы, всю свою жизнь посвятили борьбе против вас. И ничего не закончилось. Клянусь Господом Богом, ничего не закончилось. И никогда, пока есть хоть один оккупационный сапог на нашей земле, никогда чеченцы не смирятся с этим. Я вам клянусь Господом Богом, никогда, клянусь Аллахом, никогда мы не смиримся. Поэтому ваше рассуждение с этой проституткой о том, что вы там сломали, говорит эта проститутка вам, и вы заявляете, сломали. Я бы выразился, как вам нравится, как вы понимаете. К сожалению, меня могут увидеть, услышать чеченские женщины. Поэтому я воздержусь от настоящего русского языка, который следовало бы вам сказать. Но я обязательно, когда вас увижу, обязательно вам это скажу в лицо. Обязательно, поверьте мне. А мы обязательно увидимся на какой-нибудь конференции или еще где-нибудь. Иншаллах. Так что вот все, что я хотел сказать по этому поводу.